Так получилось, что я всю жизнь связан со школой. У меня бабушка учительница, у меня мама учительница. Я, наверное, там лет класса с 3 проверял тетрадки. Я помню, мне можно было ставить красные галочки ошибки, то нельзя ставить было оценки. А я очень хотел оценки ставить, мне это было запрещено. Вот. Потом я закончил школу, я закончил обычную казанскую школу 126-ю. Вот. И я тогда считал себя самым умным мальчиком в Казани. Хорошо помню, что я побеждал на куче олимпиад, поехал в Москву, будучи уверенным, что я представитель тут всей Казани. И вот было очень интересно, когда я приехал в Москву, увидел, как много людей умнее меня. Дальше я перескочу через 7 лет. Интересно было следующее затем. Когда я приехал в Казань, увидел, как здесь много людей умнее меня. Но для этого мне потребовалось долго-долго учиться, чтобы увидеть, как много интересных людей вокруг. Так вот, и вот с этими интересными людьми я всю жизнь пытаюсь что-то делать. Я один сам по себе никакой ценности не представляю, но как так получается, что мне интересно жить только когда рядом люди, вот те самые люди, о которых я говорю. Уже в институте на 2-м курсе мы с моими друзьями сделали класс, в котором преподавалось. Я учился в МИФИ, Московский инженерно-физический институт, на кафедре теоретической физики. И вот на 2-3 курсе мы создали класс при физмат-школе МИФИ с преподаванием теоретической физики и философии. Под философией мы тогда понимали мы понимали Платона, Аристотеля. Вот. Ну, до Маркса мы не дошли, через 2 года наш класс закрыли решением тогдашнего парткома. Но за 2 года мы успели сделать 2 очень интересных выпуска, очень интересных ребят. Потом я закончил институт, приехал в Казань. Казань — это моя родина. Здесь родился мой папа, здесь родился мой дедушка. И тут я обнаружил, что как много всего интересного произошло за эти 7 лет. Появились малый университет, малый физфак, много всего такого. Уже был 9-й год школы «Квант». Я школьником после 9 класса был в школе «Квант». И как много всего интересного, творческого есть в Казани. Вот. Прошло еще несколько лет, и мы стали создавать свои школы с моими друзьями. Первой школой был сначала малый университет, малый физфак, а потом первая школа была экспериментальная школа-лицей. Прошло еще 2 года, и она была при физфаке. Мне показалось, что это не совсем правильно делать что-то физико-математически ориентированное. И вот тут впервые, это было в 92 году, я подумал, что не совсем правильно, с моей личной точки зрения, делать физико-математические школы, языковые школы. Мне показалось, что очень правильно, когда учитель физики любит учить маленького физика, учитель математики любит учить маленького математика, учитель истории любит учить маленького историка, то есть того, кто увлечен историей. Вот. Но учителю математики не очень интересно учить маленького историка тому, кому совершенно не интересна физика. А вот эту любовь к истории маленький историк лучше передаст маленькому физику, чем учитель. И вот с этого момента я обнаружил, что очень сильная вещь, когда очень разные люди собираются рядом. И с этого момента все как-то и пошло, и стало все на свете получаться. Когда рядом мальчики и девочки, татары и русские, евреи и чуваши, большие и маленькие, взрослые и дети, инвалиды и нормальные дети. И вот это очень мощная вещь. Потом, еще через несколько лет, у меня был друг, кандидат наук Женя Сапаев, он мне сказал, что есть такой принцип экологического биоразнообразия, что система, в которой много всего разного, она намного более живучая. Что такие системы, которые в одну сторону направлены, как пучок стрел, летящих в одном направлении, это очень сильная система, но она недолгая. Потом когда-нибудь она упирается в какую-нибудь стенку. И с 92 года у нас появился академический колледж, в котором как раз и были маленькие математики, маленькие физики, маленькие историки. Получилась интересная школа. И года через 2, году к 95-му, мы ее и назвали «Школой для интеллектуально увлеченных ребят». То есть на самом деле можно и еще шире, просто сил не хватает. Неплохо бы, чтобы и музыка там же была, неплохо, чтобы и спорт там же был, просто сил не хватает. Но уже получается очень много. Сегодня у нас точно такая же школа. По биографии, может просто кто-то из вас уже знает, я совсем коротко скажу. До 2000 года эта школа жила, потом ее закрыли по очень интересной причине.
Мы, опять же, с друзьями подумали, что мало работать на Казани, надо работать на всю республику, насколько это возможно. Вот. Нам удалось дойти до Ментимер Шарипыча, и в 1996 году вышло постановление правительства о создании интерната на базе нашей школы для талантливых сельских детей. Мне казалось, что как-то жалко, что вот столько мы всегда находились в центре города, но столько профессоров рядом, столько ученых, музыкантов, всех кого угодно, и все это работает на город. Вот. Вышло постановление правительства, тут уже вышел наш конфликт с Камилем Шамильевичем Исхаковым. Я с 90 года по 95 год был депутатом Казанского горсовета. С 92 года был членом президиума горсовета, мы создали постоянную комиссию по милосердию, социальной защите и благотворительности. И вот я помню, что мы с Камилем Шамильевичем много раз ругались. Он считал, что Казань должна работать только на городских людей. В этом есть какой-то смысл. Это Казанский горсовет для городских жителей. Но мне всегда казалось, что для детей это не должно работать. Любой ребенок, приехавший в город, становится городским ребенком. Вот. Этот конфликт наш длился очень долго. В итоге в 1997 году меня первый раз уволили, меня 3 раза увольняли с одного и того же места, с одной и той же школы, 3 раза восстанавливали на той же школе. И сейчас опять есть некоторая вероятность того же самого. Вот. Так получилось, что эта история с интернатом завершилась, никак не завершилась. В 2000 году, в 1997 году меня уволили, через 2-3 недели меня восстановили на работе. Это помогли, опять же, как всегда, помогли люди вокруг, которые хотели, чтобы эта школа существовала. Но Камиль Шамильевич не забыл того выговора, который ему Шаймиев дал. Вот. И в конце концов мне пришлось уехать. Жил я год в Москве, потом я женился, уехал в Финляндию. И года через 2 там себя осознал, там стал жить. Долго-долго ждал, не окажусь ли я нужным кому-нибудь на родине. Год ждал, 2 ждал, 3 ждал. Потом решил жить нормально, там жил, там стал жить, там я создавал. Финляндия интересна тем, что там все здорово со спортом, особенно с зимним спортом, там все здорово с музыкой, там был Сибелиус. Скажем, с физикой, математикой, химией, биологией, литературой, там все не так здорово. И когда я вдруг начал создавать бесплатные кружки для ребятишек по физике, по математике, по таким вещам, это было всем очень странно, мне никто не мешал, но никто не понимал, что это такое. Там до них, в школе надо учиться, на работе надо работать, после работы надо отдыхать. Все очень так просто и понятно. Года через 2 мне удалось, опять же, найти группу студентов, ученых. И это дело пошло, и стало все красиво получаться. И только стало там получаться, только я устроился там, закончил университет Хельсинки, поступил в докторантуру, только написал там первые свои научные работы, только поездил по миру. У меня была очень интересная тема научной работы, юмор на уроках математики. Юмор хорошо изучен в филологии и в психологии, совершенно не изучен в математике. То есть математики шутят, но никто это не изучает с точки зрения науки. Тут-то совершенно случайно в 2009 году в Финляндию перенимать опыт приехал нынешний мэр города. Его привели в одну из лучших школ Финляндии, там его познакомили с одним из хороших учителей, это оказался я. И когда он вдруг узнал, что меня в очень такой красивой школе на 550 учеников, ученики тайным голосованием избрали учителем года из 55 финнов. Меня избрали лучшим учителем в 2009 году. Он удивился всему этому и предложил вернуться обратно. Мне уже там было хорошо, у меня там родилось 3 дочки к тому времени, с интервалом в 2002, 2007 и 2009. В Казань-то я ездил часто, и каждый раз, когда я приезжал в Казань, раза 3 мы встречались с мэром, в конце концов меня уговорил. Тогда, когда он меня уговаривал, я уже в тот момент, когда я уже подумал, что можно и поехать, я бы сказал, что у меня история такова, что меня уже 2 раза увольняли, я смогу сделать одну из лучших школ в республике, может быть в России, но у вас будет много проблем. Он не поверил. В 2011 году я сюда приехал, дали мне ту школу, в которую превратилась школа, из которой я уезжал в 2000 году. У нас была небольшая школа, к тому времени там дали еще одно новое здание. Стала красивая школа, и, как я понял через, наверное, полмесяца, это была школа в основном для тех детей, чьи родители многого добились. То есть из 600 детей 243 было зачислено слева. Либо за деньги, то есть человек сдал на нули вступительный экзамен, это было вступление по экзаменам, и есть благотворительный взнос на 50 тысяч рублей, на 100 тысяч рублей, на 120 тысяч рублей. Либо дети тех, у кого-то школа боялась, то есть дети высоких сотрудников прокуратуры, и налоговой, и прочих разных органов. Детки все равно хорошие, без разницы, с кем работать. Коллектив был учителей феноменальный. То есть мы начали работать. Через 2 года школа вошла в топ-25 лучших школ России. И по олимпиадам, и по научным работам, и по ЕГЭ. И к этому моменту у мэра количество проблем накопилось. То есть мы не брали детей по звонкам, когда разные высокие люди звонили. Павел Анатольевич, извините, что так перебиваю. В чем ваш секрет?
Секрет в том, что мы строим детско-взрослое сообщество тех детей и взрослых, кому интересно жить и учиться. Вот я принес с собой несколько книжек, вот вы можете их вот разобрать. Вот эта вот книжечка, например, «Ботанические сказки». Это один из примеров творчества детей. То есть как детки, нормальные детки занимаются биологией, нормальные детки, они в детстве читали сказки. Ну и как написать сказку, которая будет адекватна современному состоянию науки биологии. Называется «Ботанические сказки». Это пятиклассники, шестиклассники писали. Вот тут вот всяческие эссе, которые написали преподаватели о том, какие у них уроки. То есть я по одному искал учителей. Всюду искал. Давал объявления в газеты, ищем творчески ориентированных учителей. Искал среди своих друзей, среди своих школьных друзей, среди своих друзей, с кем работал в малом университете. И вот мы создали это сообщество людей, которые работают. Ну вот смотрите, вы все проходили систему по истории, что был сначала рабовладельческий строй, затем был феодальный, затем капиталистический. Так вот, почему феодальный строй заменяет рабовладельческий? Потому что раб работает хуже, чем свободный человек. Вот в Финляндии, я не буду говорить про систему образования Финляндии, это очень интересная тема. Я не могу сказать, что я восхищаюсь тем, чем обычно в ней восхищаются. Но вот есть пара вещей, которые действительно очень красивые, и о них обычно много не говорят. Финляндия в 70-х годах отказалась от своих РАНО. Я думаю, что такое РАНО знает каждый учитель. Это система надзора за учителем. Но это выходит потом на Рособорнадзор, это другая система надзора. Представляете, Рособорнадзор. Название-то какое? Вот как вот в тюрьмах бывает, у ФСИН, да, Федеральная служба исполнения наказаний, так вот есть вот надзор за учителем. Вот в 70-х годах Финляндия отказалась от РАНО. То есть учителей никто не контролирует. Методическая помощь развита. Много всего разного методического. Система управления, там министр, министерство тоже есть. Нет надзора. То есть не бывает открытых уроков для кого-то. Там траву перед школой не красят. То есть нет того, что надо проверять. На урок к учителю прийти не может никто, даже директор. То есть если учитель сам приглашает. И это очень важная вещь. Скажем, зайцев в автобусах ловят там так же, как у нас. А вот учителя не контролируют. Это начало работать. Это не быстро работает. Человек без контроля сразу работать хорошо не будет. Но через какое-то время это начинает работать. То есть свободный человек работает лучше. И вот мои учителя в моей школе, они свободны. То есть я никого не контролирую. То есть, разумеется, если я что-то узнаю, кто-то мне скажет, разумеется, принимаются какие-то меры. Это вот первый секрет. Да? Второй секрет, это тоже, на самом деле секретов много. Это просто я рассказываю, вот я только что про Финляндию говорил, я еще от нее не отошел, вот сейчас вот рассказываю еще раз. Меня поразила в Финляндии не система образования, а то, что в школах дети улыбаются. Это фантастическая вещь. У нас в некоторых школах тоже улыбаются, но это меньшинство школ. И заметьте, это не обязательно школы, которые дают высокие результаты. Это школа, в которой хорошая атмосфера. И на самом деле, опять же, вы знаете, что отличник – это хорошо. Но совершенно не обязательно интереснейшие люди, добившиеся успеха, идут из отличников. Я не говорю, что пятерки это плохо, я не про это. Я про то, что вот когда вот наша советская школа времен там, тех 60-70-х годов, там было много всего хорошего. У нас хорошо математика преподавалась, мы все это знаем. Но был такое клише, которое мне не нравится. Это не означает, что оно плохое. Это моя личная точка зрения. Что хороший ученик – это ударник и отличник. А троечник – это некоторые клеймо на человеке. То есть для учителя биологии, не для всех, но для многих, троечник по биологии, он не просто плохой ученик, он плохой человек. Как можно учиться на тройке? Троечник – это вообще плохое слово. Уж не совсем, так сказать, уж совсем плохое, такое, неприличное. Вот. И троечники – это был особый класс детей в школе. То есть были хулиганы, были троечники, а были ударники, отличники – это хорошие детки. Так вот, мне всегда кажется, что не тройка плохо, а отсутствие пятерки плохо. То есть у ребенка должно быть сильное увлечение чем-нибудь. Причем, заметьте, вот есть одаренные дети, это талантливые детки, мы все примерно знаем примеры наверняка, но их 2-3%. Это психологи считают, кто считает 2%, кто считает 4%. Это те дети, которые быстрее движутся по любым предметам. А нормальные детки, они все в разном возрасте имеют какие-то увлечения. То одним, то другим, то третьим. И вот если рядом с ребенком находится взрослый человек, не обязательно сильно взрослый, это может быть старший брат, может быть студент, может быть учитель, может быть мама с папой, который может поддержать ребенка в его хорошем увлечении, вот именно в этом случае ребенок может добиться успеха. И причем, мне кажется очень важным, что при этом не требовали от ребенка, чтобы он добивался чего-то в той области, которая ему неприятна. То есть перегрузки бывают не от того, что ребенок, который любит шахматы, все воскресенье, 8 часов подряд в воскресенье играет в шахматы. У него не будет перегрузок. А вот если ему скажут учить нелюбимую географию, которую он терпеть не может, вот от этого бывают перегрузки.
То есть нельзя ребенка заставлять заниматься нелюбимым. То есть, разумеется, есть какой-то минимум, который мы все должны уметь знать, это понятно. Мы все занимаемся, в школе, все дети в школе учат математику сколько-то, литературу сколько-то, языки сколько-то, но это сколько-то. Этот минимум на самом деле не очень большой. Но зато появляется громадная возможность много заниматься любимым делом. И вот это обязательно должен кто-нибудь поддержать. То есть в идеале это мама с папой. Это вообще идеальный вариант, но, к сожалению, мы все знаем, что мама с папой, как правило, в нашей стране, в наше время, в большинстве случаев некогда поддерживать ребенка. Хорошо, если они могут нормально зарабатывать, что у ребенка хорошее питание полноценное. Дай бог, чтобы в семье была машина, чтобы там куда-нибудь там съездить за город. Не во всех семьях даже машина есть, хотя, в общем-то, это некий элемент, который, в общем, разумно иметь в семье. Я не говорю про иномарку, но хоть какую-нибудь. И то не везде. Так вот, хорошо, если есть просто материальный уровень достатка, считает нормальная семья. На поддержку увлечений у мам с папами чаще всего нет времени, а школа чаще всего считает, что она должна образовать ребенка. То есть я приведу пример школы, которую я очень люблю, но которая мне не нравится. Вот отличите, да? То есть люблю, вот я 131-ю школу, это хорошая школа. Но там прекрасно кормят детей знаниями, с моей точки зрения. Повторяю, школа действительно хорошая, а тут выходит масса умных ребят. Но вот сам принцип обучения в этой школе, это то, что дети, то, что в этой школе проходится качественно, на высоком уровне, максимально много надо взять с каждого предмета. Мне кажется, этот принцип неправильный. Неправильный не в смысле плохой, для нас неправильный. И поэтому в нашей школе мы собираем ребят, мы поддерживаем детей в их разных увлечениях. Будь то у нас есть талантливые физики, у нас, заметьте, не талантливые, это оговорка. У нас есть дети, которые увлечены физикой, увлечены химией, увлечены, не знаю, там, турецким языком, увлечены шахматами, увлечены, мы говорим про любого сорта, любого вида интеллектуальное увлечение. И вот в этой области, у нас второгодники есть, но второгодники, они ничем не плохи, потому что у них по какому-то параметру что-то феноменальное. Они могут уйти в нашей школе, ребята, которые получат двойки за год. У нас такие есть не 1, не 2, не 5 и не 10. Некоторые пересдают, некоторые не пересдают. Но практически никто никогда не уходит. Именно потому, что мы детей, как правило, не ругаем, а хвалим за то, за что надо хвалить. А уже ругать обычно всегда находится кому поругать. То есть мама все равно не любит троечников и двоечников. Мы пытаемся объяснять, но в большинстве случаев это бесполезно. Потому что родители в школу приходят редко. То есть я очень зову родителей в школу, и может быть есть какая-нибудь там 10-я часть родителей, которые к нам частенько приходят, мы их знаем в лицо, и с ними-то контакт есть. А остальные, они все заняты. По-человечески их можно понять. Они сдали детей в хорошую камеру хранения, очень хорошую. Они долго выбирали вместе с ребенком, куда сдать ребенка. Вот. Я как-то беседовал с родителями, я пытался попросить родителей, чтобы они добровольно, кто может, помогали деньгами. И вы знаете, что мне говорят родители? Даже те, которые могут помогать деньгами. Кто-то помогает, но это явное меньшинство. А они говорят: вы знаете, я вас очень уважаю, Павел Анатольевич. Мой ребенок счастлив, ему хорошо. Мне ничего больше от вас не надо. То есть мне нет смысла развивать школу в том направлении, которое вы хотите развивать. Меня все устраивает. Я вам благодарен. То есть вот вам, не знаю, там, раз в год, вот вам бутылка коньяка, вот вам на выпуск мне цветы подарят, там, на 1 сентября подарят. То есть это нормальные отношения. Меня все, если бы в вашей школе были платные экзамены, мы бы заплатили. Если бы в вашей школе было платное обучение, мы бы платили. Зачем мне сейчас вам помогать? То есть меня все устраивает, я вам благодарен. Вот нормальная точка зрения значимой части родителей. Поэтому с родителями реально контакта мало. С детьми контакт гигантский. То есть вот эта вот позиция, это еще один секрет, который меня только что спросили, это поддержка ребенка вот в этом их, в том, что они любят. Причем это что-то может измениться. Они могут там 2 года увлекаться, не знаю, историей, и через 2 года сказать, что они увлекаются литературой. Тогда надо менять увлечение, но при этом поддержка там очень реальная. То есть мы своим детям ищем, не знаю, там аспиранта или кандидата наук в качестве научного руководителя. Мы даем детям, классы со второй половины 7 класса примерно, заполнять, пытаемся делать раньше, но работает это со второй половины 7 класса. Даем им заполнять что-то вроде анкет, чтобы они все учебные предметы разбили на 3 части. На углубленные, на продвинутые и на базовые. То есть углубленные — это означает то, чем они будут заниматься намного больше, чем другие. Намного больше, чем школьная программа. Намного глубже и намного больше по времени. Это реально могут быть 1-2 предмета. Некоторые выбирают больше, но реально работает, когда 1-2. Потому что на это надо тратить реальное время. Продвинутые предметы — это то, которые ребенку нужны. Он сам понимает, что ему нужно это. Он не может тратить много времени, но он хочет знать эти предметы более-менее серьезно. А базовые — это которые ему не нужны. И, соответственно, 5 на базовом уровне — это не 5 на углубленном. Это как небо и земля. То есть это даже 3 на
базовом, тройка на углубленном уровне, это выше, чем пятерка на базовом. Вот. Соответственно, этот углубленный уровень, он согласуется с преподавателем. То есть преподаватель сообщает, согласен он с выбором или нет. Ребенок все равно может им заниматься. Но он, по крайней мере, знает мнение преподавателя. Если преподаватель считает, что у тебя нет способностей, у тебя не получится, он говорит об этом ребенку честно. Вот. Но заметьте, у любого ребенка в какой-то области что-то получается всегда. То есть вот у ребенка между «хочу» и «могу» дистанция совсем другая, чем у взрослого. У взрослых бывают графоманы, еще кто-то, вот хочет и не может. Ребенок, если сильно хочет, может всегда. Ну, правда, если сильно хочет. Вот понятие «сильно хочет» оно тоже сложное понятие. Вы, может быть, смотрели, мне очень нравился когда-то в молодости фильм «Сталкер» по пикнику на обочине по Стругацким. Там была такая зона, сталкеры куда-то там проникали, там был золотой шар, где исполнялись истинные желания. Так вот, был какой-то Барбридж, который добрался до этого шара, и он очень хотел, чтобы его дети были здоровы. Он добрался туда, вернулся обратно, а тут миллионером. У него во всех карманах были деньги. А дети как болели, так и болели. Это означает, что он говорил, что хочет, чтобы дети выздоровели. А внутри, вот в сердце, у него было желание стать богатым. На самом деле все мы чего-то хотим. Но на самом деле не очевидно, что то, что нам кажется, что мы хотим, это мы действительно хотим. И вот я где-то читал, что Бог дает человеку, Бог всегда дает силы на исполнение его истинных желаний. Это действительно так. То, что нам очень надо, мы можем осуществить. А если мы берем за вещи, которые по большому счету нам не очень нужны, то они могут не осуществиться. Так вот, у детей это чище. Они еще как зверьки, то есть когда зверек болеет, он знает, какую ему травку поесть. Так и дети, они еще умеют разобраться в своих истинных желаниях. Поэтому если их поддерживать в их истинных желаниях, то это обязательно получается. Это вот то понятие, которое мы называем понятие интеллектуальной увлеченности. Вот если они движутся по этому пути, они добиваются очень многого. Вот у нас вот все детки чем-нибудь увлечены. Ну вот у меня вот сейчас 157 детей в школе, еще человек 20-30 вольнослушателей. Ну вот система вольнослушателей тоже очень любопытная, я расскажу. К нам поступление идет по экзаменам. То есть поступить к нам трудно. Но поступить трудно в том же смысле трудно, в каком трудно получить права на машину. Ну, вы, наверное, все знаете, что люди, которые имеют машины, не обязательно умные люди. Разные бывают. Но не все могут сдать на права сразу. Но если кому-то сильно надо, он сдаст на права. И он может быть и не очень умным человеком, но если ему надо, он сдаст. Вот так же и к нам. То есть мы проводим 9 раз в год экзамены. 5 раз летом, и затем каждые 2 месяца во время учебного года. Ребенок раз пришел, через 2 месяца еще раз пришел. Если ему надо, он поступит. То есть наши экзамены, они трудного, но достижимого уровня. Вот. И вот ребенок, который хорошо хоть один экзамен сдал, мы ему разрешаем бросать свою школу, ходить к нам. Дальше есть просто такая модель в законе образования, вам, наверное, известная, семейное образование. Она предназначена для тех родителей, кто хочет учить ребенка либо сам, либо нанимать репетиторов. Мы просто использовали эту модель для себя. То есть ребенок, который к нам не поступил, но сдал хотя бы один экзамен хорошо, просто говоря, показал нам, что он чем-то сильно увлечен. То что-то у него уже получается, нравится и получается. Он переходит на семейное образование, остается в своей школе, раз в четверть, в полгода или в год пишет там контрольные работы, а ходит к нам на занятия. И обычно через месяц, 2-3 он сдает экзамены, или педсовет видит, учителя видят, как он здорово занимается, и это уже без экзаменов даже решается. То есть мы всех вольнослушателей смотрим на экзаменах. Вот у нас сейчас учится 157 детей. Вот предыдущего вольнослушателя мы приняли в четверг, у меня раз в неделю педсовет проходит. Это не 7 педсовет, большой педсовет у нас проходит раз в четверть, когда обсуждаются все оценки каждого ребенка. А вот такие малые педагогические совещания проводятся раз в неделю. Туда ходит, может быть, там около трети учителей, самые активные учителя, которым не жалко тратить 2-3 часа раз в неделю, то, чтобы обсудить все проблемы. И вот мы на этих совещаниях еженедельно обсуждаем всех вольнослушателей, в частности. Не только это, но в частности вот это. И вот так к нам поступают детки. Зачем я говорю про вольнослушателей? Это тоже еще один пример, что у ребенка что-нибудь получилось. Значит, мы ему верим, и дальше он движется, живет как любые дети, но мы его поддержали. Мы ему поверили, что у тебя получится. И получается практически у всех. Вот это вот, опять тот же феномен. Для меня это внутренне доказанная для меня вещь. Вот когда мне было лет 6, я жил на Искре около старого аэропорта. И там во дворе на поверхность выходил какой-то камень. Я не геолог, я не знаю, что это такое. Он был большой, очень большой. Мне было лет 6, но молоток дома у меня был. Я отколупывал от этого камня кусочки и подходил ко всем взрослым, кому только мог. Мне никто не объяснил, что это такое. Если бы мне тогда бы объяснили, может, я геологом бы стал. То есть мне это было очень интересно. Павел Анатольевич, прошу прощения, вот мне очень не хочется вас останавливать.
Да, но вот время неумолимо, да, и смотришь на часы, а уже столько времени прошло. Большое спасибо прямо вот за вдохновляющее такое видео, выступление, да. Вопросы, 2 вопроса у нас есть время. Добрый вечер. Такой вопрос меня интересует. Вообще, вот все, что вы говорите, это, конечно же, думаю, никто с этим спорить не будет, все с этим согласны. Я сам из второго лицея-интерната Казани. Как бы мы, в принципе, тоже разделяем эти взгляды и тоже пытаемся все это претворять. Но вот этот подход, он немножко выявляет, на мой взгляд, может, мы неправильно что-то применяем, но немножко проявляется такая вещь, как излишняя избалованность детей, когда вот только хвалим, когда стараемся максимально вот не ругать, когда максимально обтекаем, стараемся индивидуально относиться, почему-то вот потребительство появляется немножко у ребят. То есть это больше в нашем подходе, это проблема нынешнего времени или что вообще? Вот есть у вас, например, такая проблема? Ну, этой проблемы нет, я сейчас отвечу, почему нет проблемы. Во-первых, я глубоко убежден, что ребенка перехвалить невозможно. Я считаю, что все дети недохвалены, громадное количество детей. Я говорю не про избалованность, я не говорю, что нужно дарить любые игрушки. Вот избалованность для меня вот это. Когда хорошая семья, родители имеют возможности дарить ему то, это, исполнять любые желания. Я говорю не об исполнении любых желаний, а именно о поддержке. То есть настоящий путь, любой настоящий путь. Хочешь ты стать, не знаю, хочешь ты ремонтировать краны в квартире, хочешь ты, не знаю, там в железе компьютер разбираться, хочешь ты историей Китая заниматься, любой настоящий путь очень труден. Ребенка надо поддерживать, это не избалованность, это совсем другое. Ребенка надо поддерживать на его трудном пути. То есть очень интересная такая вещь, что дети любят не сладеньких учителей, дети любят, когда им интересно. Если им действительно интересно, им без разницы, трудно или нет. Я думаю, вы все это знаете. То есть я не считаю, что это в какой-то мере избалованность. Я глубоко убежден, что детей надо всегда хвалить и очень много. Другое дело, что хвалить надо за дело. То есть вот если есть за что, надо хвалить очень и очень много. И поддерживать вот в этой его дорожке, чтобы он сам по ней двигался. Это вот это. Ну и, наконец, насчет потребительского общества. Знаете, я ведь не соглашусь с тем, как вы начали, насчет того, что мы все это поддерживаем. Громадное количество вещей, которые мы делаем, поддерживает мало кто. Поддерживает всегда мама своего ребенка, без сомнения. Поддерживает, не знаю, там, жена мужа. Поддерживают лучшие друзья друг друга. А общество не очевидно, что поддерживает правильные вещи. То есть вы знаете, вот эти вот, как это называется, так называемые популистские вещи. Общество любит то, что вот понятно, просто, и вот оно и любит. То есть искренние вещи, они личностны. То есть хороший учитель будет поддерживать любимого ученика, вне сомнения. Но совершенно не очевидно, что даже хороший учитель может поддержать весь класс. Это уже очень трудная задачка. Поэтому я еще раз говорю, вот, например, то, что вот мы сейчас делаем, для меня наверное, пора мне показать вот эту вот вещи, по которым, может быть, я туда оказался здесь. Понимаете, вот то, что мы сейчас поддерживаем изучение татарского языка. У меня в школе до сих пор те самые 5 часов, за которые вот вроде бы сейчас 2 часа разрешат, у меня 5 и будет максимально долго 5. Понимаете? Это ведь не вот у меня за последние, наверное, недели 2 прибавилось человек 150 друзей. Ну, человек 120 татар, человек 30 русских. И, знаете, поддерживали, в том числе добавились те люди, которые потом вот через несколько дней выходили из моих друзей. То есть вот буквально вчера у меня вышел друг с такой фразой: я-то думал, что вы поддерживаете татар, а оказывается, мы ведь не татар поддерживаем, мы поддерживаем справедливость. То есть я считаю, что учительниц татарскую, которую увольняют, унижают. Я считаю, что человека, которого обижают, надо поддерживать, когда обижают несправедливо. То есть если бы увольняли ни за что учительниц биологии, я бы говорил об учителях биологии. То есть вот я считаю, что это одна из я вообще очень ценю республику, в которой я живу. Мне кажется, это одно из красивейших мест. Мне кажется, очень нам просто повезло, что здесь вот, на данный момент, вот скажем так, там примерно 50 на 50 татар русских. Это означает, что нас, по большому счету, трудно осуществить какое-то унижение. Мы все переплетены. То есть есть там межнациональная дружба, там еще что-то. У меня есть друг Нейли Флетонов, учитель, с которым мы в 98 году создавали первый в республике класс преподавания всех предметов на татарском языке. Просто были такие дети, были такие учителя, нам на него там 3 месяца финансирования не давал ГОРАНО, несмотря на то, что Казань республика. Вот. И тем не менее, вот он татарин, он вел физику по-татарски, когда учебников не было. И он говорит, что, во-первых, я человек, и только потом, где-то потом, я татарин. То есть вот, понимаете, мы ведь поддерживаем не те вещи, которые популярны, или те вещи, которые легкие, мы поддерживаем те вещи, которые истинны. И раз у нас получается, значит, вещи правильные. Я ответил? Да. Павел Анатольевич, спасибо большое, спасибо огромное.